На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот некоторые темы этого выпуска. Делегаты Всемирного конгресса татар в восторге от Казани. То, что было тогда и то, что сегодня, это небо и земля. Где сегодня побывали гости, увидела Аделя Кламиц. Из Европы в Татарстан в поисках родных. Мама, когда умирала, она просто попросила меня найти эти свои истоки, свои корни. Как внучка муллы, живущая за границей, потеряла свою фамилию. Лина Зинатуллина. Национальная еда, сувениры и красоты Казани. Я попала в Казань. Это, то есть, моя мечта, можно сказать, осуществилась. Как делегаты Всемирного конгресса татар проводят свой досуг, увидел Салават Мухаммадулян. Татар запрограммировали на инвестиции. Республика рассчитывает на более тесное сотрудничество с татарскими предпринимателями из стран дальнего и ближнего зарубежья. Как показывает практика, пока они не столь активны. Сегодня делегатам съезда Всемирного конгресса татар презентовали социально-экономический потенциал республики. Лисан Сабирова о том, чем привлекают инвесторов. Татарстан для делегатов съезда историческая родина, но республика еще и крупный деловой партнер и привлекательная инвестиционная площадка для бизнеса из регионов и стран, где проживают эти татары. Здесь Татарстан предстал во всей экономической красе. Глаза разбегаются от такого количества предприятий. А взгляд татар из Московской области нацелен на определенные предприятия. Ступинское машиностроительное предприятие и Ступинское предприятие «Аэросила» сотрудничает с Казанским вертолетным заводом. У нас более 200 дилерских центров по всей стране, по всему миру. И на этой выставке мы представлены в широком доступе. Москва, Московская и Ленинградская области в топе 10 партнеров среди регионов. Турция, США, Германия, Франция. Они инвестируют больше всего, все больше в Алабугу. Сегодня у нас зарегистрировано 56 компаний-резидентов, 22 завода уже запущены. Общий объем инвестиций, вложенных на площадке, превышает $3 миллиарда США. Гордимся, что Татарстан, несмотря на то, что не является субъектом международного права, такое активное сотрудничество идет со всеми странами мира. Хочется, чтобы татары были инвесторами нашими, да? Чтобы как можно больше гордиться предпринимательским духом татарского народа. Одним из первых свою предпринимательскую жилку проявил татарин-хоккеист Дани Зарипов. Он открыл первый в России завод по производству клюшек. Татарстанский подход к развитию бизнеса презентует масштабно. Проделано многое. Для многих регионов это пример. Мы готовы делиться опытом. Возможно, будут интересные определенные стандарты работы. Не объемами производственными едины. Большой бизнес, большая ответственность и за социальную сферу. Таиф, к примеру, поддерживает проекты возрождения исторических объектов. К его стенду особый интерес. Компания стала спонсировать футбольный клуб «Рубин». Все-таки татарин, я люблю свой клуб. Был очень обрадован, что появился спонсор такой. У нас существует фонд духовного возрождения «Рухият», который занимается изданием книг, выявлением юных талантов, проведением фестивалей. Татарстанский подход к развитию экономики растиражировать на весь татарский мир. Решили сегодня на презентации. Ведь наш народ всегда славился своим предпринимательским духом. Лисан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И сразу после презентации делегаты отправляются уже на инновационные площадки Татарстана. Уникальные беспилотники, научные лаборатории, масса идей. Опыт республики должен быть растиражирован и в другие страны, считают делегаты. Что больше всего впечатлило гостей, узнала Аделя Кламиц. Смартфоны и фотоаппараты как нельзя кстати. Не каждый день делегаты посещают город высоких технологий. Иннополис у гостей теперь ассоциируется только с одним словом. Впечатлило. Университет словно другой мир, а деятельность особой экономической зоны восхищает. Татарстан впереди, делают вывод делегаты. У нас есть компании, которые выпускают медицинские инструменты, они в 63 странах мира продаются. Хирургические инструменты для офтальмологии, химические реагенты. Это уже площадка для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров. У Химграда 277 резидентов. Это малый и средний бизнес. Гости увидели, как изготавливают профили для окон, а также разрабатывают уникальные беспилотники повышенной грузоподъемности. Аппараты будут использовать для опыления полей и перевозки грузов. Конечно, мы очень гордимся за Татарстан, что такие вот инновационные проекты. С точки зрения выпуска продукции, номенклатуры продукции,
направлений работы опытных. Это просто восхищает. В восторге сегодня и Хасан Зарипов. Ему 76, был на всех конгрессах татар, начиная с 1992, говорит, Татарстан ушел далеко вперед. То, что было тогда и то, что сегодня, это небо и земля. Промышленный потенциал Казани вырос настолько, что его сегодня, так сказать, можно ставить на самые первые передовые позиции. И не только промышленные, но и спортивные делегаты сегодня в буквальном смысле потрогали газон, по которому месяц назад ходил сам Роналду, и захотели вернуться сюда в следующем году на чемпионат мира. Я хочу сюда приехать. Именно Казань, такую борную Казань хочу увидеть, спортивную. Оригинально смотрится, вообще отлично. На память сотни фотографий и селфи, ведь только они смогут через время напомнить, чем запомнилась эта историческая поездка. Адель Кламиц, Айзар Шеймарданов, Нияз Рахман, Ильшат Мухаметов, Марат Зайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Иннополис. Ну а после презентации визита в духовные пищи в эти минуты в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля торжество, которого ждали 5 лет, на сцене мастера искусств татарского народа. После аншлагов в Москве, Астане, Ашхабаде сегодня концерт смотрят по всему миру. На площадке работает и наш корреспондент Рамиль Шайдуллин. Рамиль, здравствуй. Чем тебя уже успели поразить? Да, здравствуйте, Алексей. Не обращайте внимания на пустующее фойе, все сейчас на концерте. А вот теперь о том, что действительно удивило. Удивило то, что татароязычные исполнители, они приехали со всего мира. Тут и татарстанские певцы, тут и, к примеру, Айдар Галимов из Башкирии или Шадия из Китая. А второе, что удивило, это то, что говорят сегодня только на татарском. То есть татарский язык стал универсальным языком на несколько дней. На нем друг друга понимают, к примеру, англичанин или датчанин, испанец или россиянин или китаец. И я предлагаю послушать то, что об этом и концерте в целом думают сами гости. Не на английском, не на русском языке, а только на татарском. Это очень радует. Я уже привыкла разговаривать на татарском языке, мне уже даже непривычно разговаривать на русском. Я впервые попала на такой концерт, где звезды и все артисты живьем видела. В основном видела всегда только по телевизору. Рамиль, скажи, пожалуйста, насколько масштабно организовано шоу? Много ли гостей собираются выступить там? Алексей, стоит отметить, что концерт идет без антракта. Примерно за 2 часа перед татарами всего мира выступят больше 20 ансамблей и исполнителей, что, как мы услышали выше, для многих впервые в жизни. Алексей? Спасибо, Рамиль. Это было включение из Театра оперы и балета. А мы продолжим тему. Сохранять язык и работать с ЮНЕСКО вместе. Минтимир Шаймиев сегодня принял делегацию татар Астраханской области. Гости рассказывали о своем обществе национальной культуры Дуслек. Минтимир Шаймиев же, говоря о проблеме сохранения родного языка вдали от республики, выделил роль телеканала ТНВ «Планета». Канал несет важную миссию в этом направлении, как прямая связь с Татарстаном, отметил госсоветник республики. Кроме того, он поделился опытом сохранения исторических памятников и работы с ЮНЕСКО и подал идею сотрудничества в номинации «Всемирного наследия. Шелковый путь». Маршрут проходит по обоим регионам. Позиция Кремля и президента России по вопросу о договоре о разграничении полномочий с Татарстаном будет обозначена тогда, когда Владимир Путин посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, в проекте резолюции съезда Всемирного конгресса татар написано о позитивном влиянии договора и надежде на сохранение должности президента Татарстана. Так совпало, что в эти дни Конгресса татар в Казань из Европы в поисках родных приехала коренная татарка. Азида Латфулина почти 20 лет живет за границей, и все это время внучке Мулы из Тукаевского района не дает покоя судьба ее рода. Деда репрессировали, а семье пришлось менять документы и скрывать свое происхождение. В запутанной истории пропавшей фамилии разбиралась Лина Зинатуллина. Молитва о маме на родной земле. Хотя бы за этим путь в 1000 километров из Европы, где сейчас живет, проделала Азада Латфулина. Семья родом из Тукаевского района. Когда-то их знала вся деревня, а теперь свою родню женщина не может найти почти 20 лет. Все лишь по маминым рассказам. Ее папа был, Мухаммад Бабай, был большой мулла, указной мулла в деревне Мусабай. И что они были репрессированы, что все дети там, в Магнитогорске, куда их репрессировали, умерли. Только моя мама
со своей старшей сестрой, которая была старше ее на 3 года. Они спаслись. Спаслись и вернулись в родную деревню. Новые документы, новые имена и путь в Пермь. Работать на лесозаготовке. Дальше Киргизия, Узбекистан. В скитаниях мать всю жизнь скрывала свое происхождение. Даже дочке тайну раскрыла лишь незадолго до смерти. Когда я у нее спросила, почему, мама, ты мне раньше это не рассказывала, потому что, может быть, я по-другому бы себя вела. Она сказала, что она очень боялась, что вот эта репрессия достигнет и нас. Фамилию Латфулиной семья получила взамен старой, а какой, никто уже не помнит. Узнав правду, Азада Апа начала искать родных. Адреса, письма, интернет – все безрезультатно. И вот добралась до маминой деревни, но оказалось, в архиве документы сгорели, да и старожилы помочь не смогли. Приехала женщина, ее звали Азадой, но насчет муллы, но мы ничего не знали об этом. Я очень хочу найти, где похоронен мой дед. Я знаю, что в Магадакурске, но я даже не знаю могилку. Мама, когда умирала, она просто попросила меня найти эти свои истоки, свои корни. Если вы располагаете хоть какой-нибудь информацией о родне Азады Латфулиной, свяжитесь с ее семьей по контактам на экране. Лена Зинатульна, Марат Сидгараев, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Зеленодольский, Тукаевские районы. Родные корни, родные просторы, их, конечно, не увезешь в чемодане. А вот Кул-Шариф и Суембике вполне возможно, если в миниатюре. С детским восторгом, позабыв о Париже, в экскурсию по столице республики отправились делегаты Всемирного конгресса татар. Как Казань исполняет мечты, увидел Салават Мухаммадуллин. Одни поют, другие снимают, третьи с замиранием сердца слушают экскурсовода. Такого у нас не увидишь. Восторгаются делегаты из Канады, США и Литвы. Я попала в Казань. Это, то есть, моя мечта, можно сказать, осуществилась. Я второй здесь, раз в Казани, в 2012 году, вот в этом году. И она хорошеет с каждым днем. Главная мечеть, Национальная галерея, башня Суембике. И вот, кажется, и память на смартфонах делегатов заканчивается от количества фотографий. Мест почти не осталось и в их багаже. Тюбетейки, магниты, украшения, чехлы для телефонов и даже кувшины. У продавцов сувенирных лавок настоящий праздник. Я купила серьги, я купила браслет, я купила шаль. Еще что я купила? Платье купила. Мне все очень нравится. Все, что касается культуры татарской, орнамики, я это все просто обожаю. Я 10 лет не была в Казани, но раньше таких красивых вещей их просто не было. Готовы все уже попробовать делегаты и из национальной татарской кухни. Прямо из деревенской печи их ждут баранина, оладьи и блинчики. Не обходится и без губадии, а уж пишмаки вне конкуренции. Кто-то хочет вспомнить детство, как наши бабушки готовили в деревянных печах пироги, хлеб, мясо, картошку. Так делегаты Всемирного конгресса татар проводят свой досуг. Съезд – это возможность окунуться в свой родной национальный быт. И Казань в этом деле, как столица татар со всего мира, лучший помощник. А по приезде гостей домой о вкусных ушпушмаках, жизни и культуре Capital of Татарстан узнает вся планета. Салават Мухаммадуллин, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. И это новости Татарстана, и вот о чем далее. Много умений хороших и разных. Нигде не учился, ни у кого не учился, никому не ездил, никому не хочу подражать. Чем удивляли гостей на Спасской ярмарке, увидел Дмитрий Аринин. Без ремонта ждать потопа. Мы находимся в такой критической зоне затопления и подтопления. Многолетняя плотина в Елабужском районе еле справляется с напором. Можно ли ее еще восстановить, выяснял Рамиль Шайдуллин. Спасти экологию и поселение. Село Марты Лабужского района не первый год под угрозой подтопления. Причина – старая плотина и примыкающие к ней шахты. Сооружению ни много ни мало 40 лет. Состояние признано аварийным. На место выехал министр экологии. Признал ли он и его ведомство ситуацию критической, расскажет Рамиль Шайдуллин. Дамба еще 20 века и давно работает не по назначению. Ее сдали колхозу, но он стал банкротом, а дамбу передали другим лицам. Шли годы, она переставала отвечать то одним, то другим требованиям, пока на грани риска не оказался весь поселок Марты. Если бы не своевременно проведенный капитальный ремонт этого гидротехнического сооружения, то тогда они бы находились и дальше в зоне риска. Восстановить плотину важно потому, что под угрозой уже больше 300 домов, школа, больницы и почти 1000 человек. Даже подсчитан возможный
ущерб. Случись авария, елабужцы, район и бизнес потеряют 1 285 000 рублей, условно, за день. Рисковать недопустимо, ведь дамба и пруд еще и стратегические объекты. Здесь проходит дорога Марты-Лубяна. Теперь у пруда смогут останавливаться и проезжающие. Вся деревня радуется, от мала до велика. Теперь не будем бояться подтоплений. Да и на юга не надо ездить. Какая у нас здесь красота. Сегодня риск прорыва сошел почти до нуля. Ремонт на финишной прямой, на работы потратили 14 миллионов против 100, что могли потерять с прорывом. Рамиль Шайдолин, Александр Лобанов, ТНВ, Елабужский район. 7 лет без огня. В Татарстане безопасность лесов обеспечивают 23 пожарно-химические станции, 600 человек. Последние годы удается избегать крупных пожаров. Лучшего лесного пожарного определяли в Лениногорском районе. Кто им стал, узнала Светлана Звонарёва. Ринат Байгабулов на таких профессиональных состязаниях не новичок. В прошлом году завоевал 3-е призовое место. Успешно стартовал и сейчас. Говорит, сложнее всего оказалось преодоление препятствий и тушение на время. Нужно, конечно, да, поддерживать дух лесного пожарного. Пропаганда работников лесного хозяйства, в свою очередь. Всего вышли на старт более 40 представителей лесопожарных формирований республики. Помимо физической подготовки испытали себя в теоретической части на знание действующего законодательства, правил организации труда, соблюдение техники безопасности. Главный акцент – это показать свои навыки, на что мы способны и какие у нас имеются возможности. Ну и определить первых. Сегодня в ведении лесоводов республики 1 230 000 гектаров зеленых угодий. Татарстан граничит с лесными массивами Марий-Эл, Удмуртии, Чувашии и Башкортостана. Безопасность на этих территориях обеспечивает порядка 900 работников и 23 пожарно-химических станции. Этот конкурс важен для поднятия престижа профессии лесного пожарного, для поднятия престижа в целом лесной отрасли. Тема противопожарной безопасности всегда была актуальна для России. Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров. Последние из них, самые крупные, произошли в Бурятии и Иркутской области. В этом году здесь было более 600 пожаров. Последние 7 лет нашей республике удается избегать крупных возгораний, что во многом связано с высоким профессионализмом работников отрасли. Сегодня лучшим стал Раис Шакиров из Сабинского лесхоза. Именно он будет представлять Татарстан на федеральном конкурсе. Светлана Звонарёва, Фаат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорский район. Услада для слуха и глаз. В Елабуге открылась 10-я юбилейная всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль колокольного звона. Собственно, это летоисчисление только новейшей, возрожденной истории ярмарки. А вообще она появилась еще в 19 веке и гремела на всю страну. О современном звучании ярмарочного гомона расскажет Дмитрий Аринин. В данном случае тоже место встречи изменить нельзя. По традиции своих гостей Спасская ярмарка встречала возле Шишкинских прудов. Теперь уже в заповедной части Елабуги. Красота! Зачин всему действу в полдень дали звонари и почетные гости. По этому сигналу открылась ярмарка народных промыслов. Здесь показали, как прекрасные формы могут принимать металл, кожа, дерево и многое другое. Так дипломированный сварщик из Башкирии сам открыл себе талант кузнеца. Мужчина в одиночку даже выковал 2-метрового пегаса. Ни у кого не учился, никому не ездил, никому не хочу подражать. Такие металлические умения приковали к себе внимание множество гостей ярмарки. Тяжелый, нет? Тяжелый, да. Вы поднять сможете? Еще одним притягательным местом большого творчества стала лавка финских конфет. В ней сладости аж метровой длины. Самая главная, самая интересная конфетка у нас это вот такая. Называется она салмиак. Внутри у нее малиновая начинка, а вкус у конфетки сладко-кисло-соленый. И таких умельцев на любой вкус и цвет на ярмарку съехалось более 1000. Глядя на этот размах, на это раздолье, очевидно, что за 10 лет ярмарка получила развитие просто потрясающее. Я искренне приветствую и благодарю всех участников ярмарки за ту радость, ощущение праздника, которое вы дарите людям своим искусством. И это только начало ярмарочных смотрин. Завтра свои умения, уже вокально-инструментальные, покажут участники Всероссийского фестиваля авторской песни «Вдохновение». А в воскресенье всех ждет большой концерт колокольного звона. Дмитрий Аринин, Ринат Сафин, ТНВ, Елабуга.
Есть сегодня можно и даже нужно. Как минимум до 10 часов вечера в Казани стартовал гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». От фермерских экопродуктов до фастфуда. Тут главное успеть все попробовать. Именно этим, видимо, сейчас и занимается наш корреспондент Альбина Минибаева. Альбина, здравствуй, поделись, пожалуйста, впечатлениями. Леш, приветствую тебя. Очень жалко, что камера не умеет передавать ароматов, которые витают здесь. Вокруг арены уже с 12 часов. Вот если посмотреть, там готовят мясо, мы еле сдерживаемся на самом деле. Вот здесь вот, конечно же, представлена выпечка традиционная, татарская. Но вот здесь вот этому представителю фастфуда сегодня, мне кажется, повезло или не повезло, потому что вот повар Алия, она с 12 часов здесь работает. Посмотрите на ее уставшие глаза, но тем не менее у нее на устах улыбка. Вот это вот черный КСТБ, это вот их вариант, скажем так, фастфуда. Алия, вот почему он черный, ваши ингредиенты, скажем, в чем вы красите это? Он черный, потому что мы добавляем особый, секретный ингредиент. То есть нам вы не скажете? Нет, я не могу вам сказать, но он проверен комитетом халяль и соответствует всем стандартам. В общем, к этому КСТБ мы еще вернемся попозже. Я скажу, что 50 рестораторов здесь, на этой площадке, сегодня представляют себя. И, откровенно говоря, посетителям сложно выбрать, что же попробовать. Поэтому сейчас предлагаю послушать, что они для себя выбрали, что отметили. От души весело, что люди здесь радуются и счастливы за наш город. Много посетителей, много иностранцев. Это очень красиво. Очень нравится, очень красиво, очень все хорошо сделано, очень вкусно. Отмечу, что этот фестиваль «Вкусная Казань» посвящен юбилею Юнусу Ахмедзянову. Ему бы исполнилось 90 лет, поэтому очень много кухни традиционно. Посмотрите, как много людей. Лица их довольны. Явно что-то сегодня попробовали уже. Мы, конечно же, тоже вернемся за тем самым КСТБ. На самом деле, есть можно и нужно до 10 часов вечера. Сегодня, завтра и до 6 августа включительно. Поэтому, Леш, я думаю, что тебе сегодня точно нужно приехать сюда, по крайней мере, завтра, посетить и попробовать найти для себя самую вкусную еду. Спасибо, Альбина. Слюни уже потекли. Приятного аппетита. Пока на этом все. Впереди о спорте, о погоде. И до встречи в 21:30. Если за газ не платить больше 3 месяцев, газовики имеют право остановить подачу газа. 4000 квартир в Татарстане уже остались без голубого топлива. А вы оплатили счета за газ? Сделайте это сегодня на портале госуслуг или в любом удобном банке. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Спешите! Уникальное предложение от санатория Шифалы-Су и Жминводы. Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. ВИЧ-инфекция передается через кровь. Остановись и пройди тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Болгар радиосы концертлар сезонын аша 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хайретдинов, Ришат Тухватуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберто Садуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Матч состоится в любую погоду. Футбольный «Рубин» провел открытую тренировку перед 4-м туром российской премьер-лиги. На протяжении всего занятия футболистов сопровождал проливной дождь. Однако погода не внесла коррективы в подготовительный процесс. Не все футболисты «Рубина» в строю, многих преследуют травмы. Зато к тренировкам с первым составом присоединились Ильзат Ахметов и Даниил Макеев. Отметим, что вчера клуб подписал контракт с исландским игроком Рагнаром Сигурдсеном.
Приглашения рассчитаны до окончания сезона. 31-летний футболист уже смог провести с новым клубом тренировку и пообщаться с коллективом. Игра против ЦСКА уже в это воскресенье в 17:30. Прямая трансляция поединка по традиции на нашем телеканале. Игорь хороший защитник. Мы его знаем по Краснодару. Но вы знаете, наше финансовое положение сложное, поэтому мы очень рады, что приобрели бесплатную аренду этого игрока. Поэтому думаю, что в квалификации этот игрок не нуждается. Другое дело, что не было игровой практики. Зеленый дерби за Акбарсом. Даже в межсезонье команды соседних республик продолжают держать болельщиков в напряжении. Вот и на Кубке губернатора Нижегородской области хоккеисты показали зрелищную игру. Счет первым открыл нападающий Салавата Хартикайню, на что тут же двумя точными бросками ответили Малыхин и Михеев. Дальше начался бенефис капитана барсов Александра Свитова. Именно его дубль помог казанцам одолеть своего, пожалуй, главного соперника межсезонья. 2 шайбы улавицев в концовке игры не смогли повлиять на ситуацию. Итоговый счет 4-3. Сегодня у команды выходной, а завтра Акбарсу предстоит сразиться против новокузнецкого «Металлурга». После мирового чемпионата на домашний Кубок мира Александр Красных продолжает пополнять копилку медалей. В эти дни в Москве в бассейне «Олимпийский» проходит этап Кубка мира по плаванию. Очередную медаль международного турнира на этих соревнованиях завоевал татарстанский пловец, ставший лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем. Александр показал результат 3 минуты 38,85 секунды. Второе место занял Габриэле Детти из Италии. Третье – Хенри Кристенсен из Норвегии. Напомним, сначала Красных выиграл серебро на 200-метровке. В рамках Кубка мира по плаванию соревнования проводятся на короткой воде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Завтра в Татарстане снова ожидаются осадки, температуры станут выше. Подробнее после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца августа при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погоды, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы и Азнакаево ночью местами пройдет дождь, плюс 15. Днем переменная облачность, также ожидаются осадки и 27 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью осадки не ожидаются, 16 градусов тепла. Днем пройдут дожди, плюс 25. На севере Татарстана переменная облачность, временами с дождем. Ночью 16 градусов, днем 27 градусов выше нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Бутаси ночью пасмурно, но без осадков, плюс 14. Днем переменная облачность, пройдут дожди, 24 градуса. На юго-западе также в ночное время осадки не ожидается, плюс 15. Днем пройдет дождь и 26 градусов выше нуля. В центральных районах республики Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, ночью плюс 15, днем плюс 25. В последующие дни осадки прекратятся, но температурный фон немного понизится. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55 251 01 55. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков, плюс 15-17. Днем переменная облачность, пройдут дожди, местами сильные, 23-25 градусов. Ветер юго-западный порывистый, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы и завтра составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.